Первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Юрьевич Николаев в свое время поставил перед учеными нашей республики задачу определить возраст Олонхо, героического эпоса. Ну, на самом деле, это очень сложная задача, поскольку этот вопрос равносилен другому вопросу. Каков возраст человека разумного, осознавшего свою яйность? Ну, по современным данным, возраст человека разумного как минимум 100 тысяч лет. И львиная доля из этих 100 тысяч лет у человека была жизнь, которая называется первобытная жизнь. Вот. Первобытная жизнь. Представляете, ну, мы, в общем-то, более-менее знаем последние 5000 лет. А вот в пределах 100 тысяч лет, да, первобытная жизнь была. И вот если обратиться к глобальным обобщениям человеческой мысли, их называют картина мира. Вот первая половина первобытной жизни связана с космоцентрической картиной мира, или космоцентрической картиной мира, да? А вторая половина связана с теоцентрической картиной мира. Ну, образованные люди прекрасно знают, что обычно вот эту теоцентрическую и мировоззренческую ориентацию всегда связывают со Средневековьем. Так? Ну, а Средневековье – это первое тысячелетие нашей эры плюс там 3-4 века со второго тысячелетия. То есть получается несколько неожиданный вывод. Вывод о том, что вся история человечества, по большому счету, это богочеловеческая история. Как ни парадоксально. Так? Вот. Ну и, значит, что мы можем сказать по поводу человека? Так? Значит, человек, в общем-то, ну, можно было бы утверждать, что он утверждал себя, становился под руководством самосознания, так? Под руководством самосознания. Ну вот, значит, великий русский мыслитель Николай Александрович Бердяев говорил о том, что человек – существо не земное, а космическое. Так? По той простой причине, что если человек – существо земное, то дробная часть этого мира не может обладать самосознанием. А поскольку человек обладает самосознанием, то он является существом космическим. Ну, тем не менее, получается по факту, что человек утверждал себя в Боге, через Бога, а потом оказался в состоянии богооставленном. Причем богооставленное состояние – это какие-то последние несколько сот лет. Вот по этому поводу очень хорошо выразился Фридрих Ницше. Он говорил так: «Бога нет. Мы, люди, убили Бога. Как нам жить без Бога?» Вот эта тревога великого мыслителя, так, была не напрасной, потому что в 20 столетии человечество сумело организовать 2 мировые войны. Это ужасно. То есть на первый план выходит, вообще говоря, значит, проблема духовности. Причем эта проблема духовности касается всех людей, всего человеческого рода. То есть это глобальная проблема. Но беда состоит в том, что эта глобальная проблема не может быть разрешена глобальным образом. По той простой причине, что человечество состоит из народов разных культур, разных этносов. Поэтому проблема должна быть поставлена и решена локально, применительно каждому конкретному народу. Вот. Ну, что можно сказать? Вот культура, да, всегда оперируем этим понятием. Так вот, культура стала истинным объектом, значит, философских исследований, истинным предметом философских размышлений в 20 столетии. Так, именно в 20 столетии философы обратили внимание на это явление. Так. А вот в нашей стране, вот в стране Советов, так, имеется в виду, так, в 60-е годы 20-го столетия появилась новая
научное направление, которое называется культурологией. Вот эта культурология обогатилась, значит, прежде всего этнографией, так, и языкознанием. Так, вот. То есть появились культурологические идеи, которые развивали духовность народа, так, духовность народа. Потому что в недрах, значит, вот, народного языка, так, в недрах народного языка существовало нечто, которое, в общем-то, вот, французы называют менталитетом. Ну, а вот Шпенглер это называет душой культуры, так? То есть существовало нечто, можно было бы сказать так, это некие первосмыслы, которые скрыты, которых не видно, так? Которые существуют в неявном виде, но, в общем-то, они во многом определяют вот то, что мы называем духовность, так? То, что мы называем духовность. Но прежде чем приступить к предметному рассмотрению этого вопроса, я бы хотел несколько остановиться на философии советского времени. Так? Ну, мы все родом из страны Советов, да, и вот в этой стране была очень такая мощная, действительно мощная, очень сильная философская система, одна из двух глобальных философских систем, которая называется диалектика, материалистическая философия, созданная Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Так? Ну, это действительно очень мощная система, которая обладает огромнейшим потенциалом. Ну и, к сожалению, превратившись в идеологию, в государственную идеологию, в общем-то, она превратилась в некую такую застывшую догматическую систему, которая вместо того, чтобы служить средством организации жизни людей, жизни народа, ну, превратилась по существу в некую давящую силу, которая подавляла творческий импульс не только народа, но и отдельных людей. Так? Вот. Ну, вот такая вот печальная картина. Хотя я должен сказать, что на самом деле сама по себе диалектика, материалистическая философская система обладает колоссальным потенциалом, значит, и саморазвития, и конструктивным потенциалом. Но, тем не менее, вот получилось так. Да? И вот один из таких крупнейших философов того времени, да и российского времени, так, профессор Чанышев, значит, Арсений Николаевич, так, он очень крупный теоретик по вопросам происхождения философии. Так? Вот он сформулировал, значит, определенные условия, так, определенные условия, при котором возникает философская система. Так? Я должен сказать, что, вообще говоря, диалектико-материалистическая философская система считается, что это научная система. Так? Ну, а научность интерпретируется как правильность. То есть это правильная философия. Так? Ну, если мы говорим, что эта система философская правильная, то все остальные философии, в том числе и народные философии, они неправильные. Так? Неправильные. Ну, это, конечно, я не в глубинном научном смысле говорю, но обыденное сознание воспринимало это вот таким вот образом. Да? Поэтому вообще ставился вопрос, а насколько вообще возможны народные философии? Существуют ли они вообще? Так? То есть эти вопросы, вообще говоря, находились вне рассмотрения, даже можно так сказать. Да? Так вот, Чанышев сформулировал 3 условия возникновения философии, ну, прежде всего народной философии. Так? Первое требование – это, конечно же, разделение труда. Ну, в частном случае, значит, то, что называется железный век, должны пройти обязательно эти народы, которые претендуют на то, чтобы иметь свою философию. Так? Вот. Значит, то есть народ должен уметь выплавлять железо. Так? А второе требование – язык народа должен обладать достаточно высоким потенциалом абстрактностью, так? То есть слова могли быть абстрактными. Так? Ну и третье требование – должны существовать система понятий. Ну, естественно, они возникают тогда, когда народ имеет в качестве духовного богатства ну, какую-то, скажем, ну, какое-то метафизическое учение. Так?
То есть вот эти требования на самом деле достаточно жесткие, и огромное количество народов, особенно малочисленных народов, да, даже не могли претендовать на то, что имеют свою собственную философию. Так? Ну вот в этом отношении народу Саха очень повезло, потому что история народа Саха, культура народа Саха, да, такое, что вот мы в течение 1000 лет действительно плавим железо, да, достаточно высокого качества. Так? И действительно это очень много дает жизни народа. Так? Ну а по поводу языка, конечно, тут мы все прекрасно знаем, что намады испокон веков обладали героическим эпосом, то есть язык достаточно высокоразвитый был. Ну и, конечно же, этот язык обладал огромным потенциалом для слов, которые могли обрести достаточно высокую степень, значит, абстрактности. Так? То есть, ну и, конечно же, и метафизические представления существовали у народа. То есть, на самом деле, вот в этом отношении нам повезло. Так? Но, тем не менее, общее положение в идеологии было такое, что даже такой крупный авторитет, наш философ, значит, Аксентий Егорович Мординов, так, мы всегда гордимся тем, что вот он, будучи совсем молодым человеком, да, ему было 42 года, когда он защитил, значит, докторскую диссертацию по очень такой обширной теме культуры. Так? То есть это был действительно авторитет союзного масштаба. Да? То есть о нем очень много знали. Так? Ну и, естественно, каждый представитель народа Саха знает, что действительно он обладает огромной заслугой в организации нашего университета в северо-востоке страны. Так вот, он даже такой авторитет не смог, значит, заявить, говорить о философии народа Саха. То есть положение такое было. Да? Вот. То есть, по большому счету, значит, советское время характеризуется тем, что существует одна единственная правильная философия, а все остальные философии, если даже они существуют, то они неправильные. Поэтому, конечно же, обсуждение этих философских систем всегда было, но в контексте критики, так? В контексте критики с точки зрения марксизма. Так? Вот. Так вот, если вернуться к той идее о том, что, значит, культурологические идеи рождались, значит, в недрах народного языка, в фольклорности, так, значит, в недрах этнографии, и они, значит, развивали, значит, духовность. Что можно сказать по этому поводу? Да? Я бы сказал, что, значит, вот единственное богатство народа, которое связывает вот современное состояние с прошлыми временами, это язык народа. Так? То есть мы можем говорить о древнейших временах, так, о первобытной жизни, так, там, много тысяч лет назад какие-то процессы происходили, так, основываясь как раз на языке народа. Так. То есть в языке народа существовали нечто, какие-то первосмыслы, которые не видны, которые существуют неявным образом, тайно существуют, и их надо как-то вытащить, так? Их надо как-то вытащить. Вот как раз, я еще раз повторяю, да, по этому поводу и французы говорят о менталитете народа, так? А Шпенглер говорил о душе культуры, так? То есть это на самом деле некие, значит, невидимые конструкции мыслительной деятельности народа. Некая скрытая конструкция мыслительной деятельности народа. То есть это надо как-то вытащить. Вот. Ну вот задача такая, да, и по этому поводу, собственно говоря, и разговор идет. Так? Ну, в науке принято по этому поводу говорить ментальная схема проявленности. Вот почему проявленность и почему ментальная, и почему схема. Так? Ну, я думаю, что для всех народов, видимо, здесь исключений нету, да, всегда существовала двухчастная картина мира. Так? Одна часть – это бог Аи, да, бог Аи, а вторая часть – это вот серединный мир, да, материальный мир. Так? Так вот, значит, бог Аи непосредственно сам не создает, оттуда идет божественное благо, так, божественное благо, которое проявляется в нашей жизни, так.
нашей жизни. Собственно говоря, вот этот материальный мир в целом можно тоже рассмотреть как проявленность божественного блага. Да? А вот применительно к разуму человека, да, вот как раз речь идет о ментальной схеме проявленности. То есть есть некие первосмыслы, есть некие внутренние конструкции, и их просто надо сделать видимым, явным, ну и открытым. Так? Вот такая вот задача. Да? Ясно, что эту задачу надо было как-то решить. Ну, я, значит, вот имея физико-математическое образование, физико-математическую культуру мышления, в 90-е годы, в начале 90-х годов предпринял эту такую амбициозную задачу. Так? Я использовал, значит, аппарат матричной алгебры, с одной стороны, а с другой стороны, вот, идею физиков о том, что, ну, мы прекрасно знаем, что вот наш серединный мир, значит, содержание этого серединного мира во многом определяется взаимодействием. Так? А вот как это представить? Так? Ну, говорить взаимодействие, когда мы просто общаемся, да, как-то вот трудимся, да, говорим взаимодействие с природой, да, а вот как это формально представить? Да? Физика это представляет в виде умножения. Да? И вот вооружившись вот этими идеями, мыслями, да, все-таки мне удалось действительно вытащить из недр народного языка, ну, то, что действительно можно говорить о первосмыслах, так, о первосмыслах. В частности, значит, вот стало ясно, что есть такое понятие, как джилга, судьба, да. Ну, мы все примерно имеем представление, да, но вот как раз вот этот метод позволил увидеть, что джилга женского начала, джилга мужского начала отличаются друг от друга, причем радикально отличаются друг от друга. Так? Далее, были введены такие понятия, как, значит, соргу. Это, значит, предельно жесткие условия жизни человека и предельно благоприятные условия жизни человека. Далее, в народе саха существуют такие понятия, как кеп и кескиль. Ну, по большому счету, они полномочным образом представляют первую глобальную картину мира, да, космосоцентрическую картину мира. Правда, космос надо понимать не в современном смысле, как звездное небо, да, а это организующее, значит, систематизирующее, упорядочивающее начало. Это свет, это красота, это рождение. Так. А вот противоположное понятие – это хаос. Ну, греки определяют это как, значит, бездонная тьма. Так? Это разрушение, это смерть, это тьма, так, в буквальном смысле. Так вот, как раз вот эти понятия, они отражали вот эту картину мира. То есть, представляете, это сколько тысяч лет за этим, да? То есть народ в своем языке, оказывается, ну, неявным образом они присутствовали в языке народа, так? Только это надо было как-то вытащить, показать, так? Ну и в научном плане, значит, вот я хочу вспомнить замечательного ученого, крупного философа, политического деятеля, директора Института переливания крови Александра Александровича Богданова, который определял, что живые существа отличаются тем, что создают петли обратных связей. Да? И вот как раз вот ментальная схема проявленности, значит, вот в языке народа саха показала, что на самом деле женское начало, женщина является воплощением отрицательной обратной связи. Так? А мужское начало, мужчина – это есть воплощение, материальное воплощение положительной обратной связи. То есть это действительно были интересные результаты. То есть удалось тем самым как-то вытащить вот ментальную схему проявленности. Так? Но, значит, хотя один из крупнейших ученых, скажем,
современности, так, британский очень крупный ученый, основатель космологии Джеймс Джинс говорил о том, что великий архитектор, по-видимому, был математиком, так, вот как раз я руководствовался этой мыслью. Тем не менее, математика – это такая наука, когда люди несколько далеки, да, и для того, чтобы оперировать этими вещами, люди должны иметь специальное образование. Поэтому, конечно же, достаточно трудно постигнуть технологии всего этого дела, так, и я бы хотел, в общем-то, рассказать вам о другом подходе, я бы так сказать, более человеческом подходе, так. Этот подход был разработан, на самом деле, давным-давно, оказывается, так, я в 90-е годы даже и не знал об этом, так. Так вот, в 1978 году, так, тогда еще совсем молодой ученый, 30-летний молодой человек, написал замечательную книгу, которая называется «История возникновения философии Древнего Китая и Индии». Так? То есть это такой очень интересный труд. И вот в этом труде как раз вот этот Лукьянов Анатолий Евгеньевич, так, разработал вот этот метод мировоззренческого анализа. Да? То есть этот метод как раз позволяет вытащить вот эти скрытые вещи, да, неявные вещи наружу и показать. То есть ментальная схема проявленности выходит наружу. Да? То есть это действительно очень интересный и замечательный метод был. Да? Он действительно был неординарный человек. В 42 года он, как и наш Авксентий Егорович Мординов, защитил докторскую диссертацию. А в советское время, вообще говоря, таких людей можно было на пальцах посчитать. Так? Обычно считается, что философия – это достаточно такой, возрастная наука. Так? Люди в 60 лет защищают диссертацию, так? И считается, вот я помню, в свое время, когда я защищал диссертации, мне всегда обращались молодой человек, так? А мне было 48 лет тогда, и я внутренне всегда обижался, как это ко мне такое обращение, молодой человек, так? Вот. То есть, действительно, это был неординарный человек, так? Вот. И задача вот, применительно к нашему народу состояла в том, чтобы, вот, применяя метод мировоззренческого анализа, как-то вытащить и сделать явным неявное, видимым невидимое. Так? Надо вытащить первосмыслы, которые скрыты в недрах народного языка. Так? В недрах народного языка. Вот. Я бы так сказал, вот народу Саха в каком-то смысле повезло. Во-первых, потому что были передовые люди народа, всегда знали, что народ обладает философией. Так? В частности, я бы здесь, я уже говорил про Авксентия Егоровича Мординова, так, я бы здесь вспомнил Бакарова Дмитрия Степановича, да, который в год расцвета советской власти как-то не побоялся, да, и всегда обращал в свою веру Фолонхо, да, интеллигенцию народа Саха. Так. Были и другие, в общем-то, мыслители, которые действительно свято верили в то, что народ действительно обладает собственной философской системой. Так. Это во-первых. Во-вторых, нам повезло просто потому, что был, оказывается, уже разработан метод вытаскивания вот этих первосмыслов, да, это вот метод мировоззренческого анализа, разработанный Лукьяновым. Так. В-третьих, это связано с тем, что у народа Саха был такой замечательный человек, сегодня мы говорим о нем всегда как мыслитель, философ, а в те времена, в советские времена особенно, о нем говорили как о поэте, как основателе якутской литературы. Это Алексей Алексеевич Кулаковский-Эксакулях. Так? Его, в общем-то, долгое время не понимали, а в свое время, естественно, не понимали. Так? Политики хотели обратить его в
красного, так, а некоторые доказывали, что он белый. Но это был человек, который прекрасно знал философию своего народа. Более того, он на основе этой философии развил свою собственную философскую систему. Так. То есть это был очень крупный человек, личность, так, и он никак не укладывался в рамки там, красных или белых. Так. Вот. Ну и самое замечательное состоит в том, что он адекватным образом отражал в своей поэзии народный язык. Так? Вот. В этом сильная сторона. То есть, анализируя его поэтическое творчество, можно было попытаться вытащить так, вот, скрытые вещи. Так? Вот. Ну и я бы хотел обратить ваше внимание на Лазаря Андреевича Афанасьева, Терис, да, который, имея великолепное, значит, филологическое образование, он был кандидатом филологических наук, так, вот взялся за изучение вот этого метода мировоззренческого анализа, да, и, в общем-то, действительно сделал очень серьезные вещи. Ну, просто я упреждая скажу, что он сумел обосновать, онтологически обосновать существование философии народа Саха. Так? И не только народной философии, но и философии, скажем, отдельной, самостоятельной философской системы у Кулаковского. Так? Значит, ну, прежде всего, когда мы говорим о поэтическом творчестве Кулаковского, так, конечно же, надо было, во-первых, доказать, что произведение Кулаковского характеризуется, ну, действительно народностью, да? Ну и ученым, в общем-то, удалось это показать и доказать, так? Ну и общепринятая точка зрения его творчества характеризуется мифологичностью, так? Вот эти два момента, да? Ну вот я бы хотел специально остановиться на мифологичности, так? Один из последних классиков, философов советского времени, Алексей Федорович Лосев, определил суть мифа, ну, содержание мифа, значит, тремя элементами. Так? Первый элемент – это слово, а второй элемент – это история, и третий элемент – это личность. Так? Вот между этими тремя элементами существует диалектическое взаимодействие, в результате которого они обогащают содержание мифа. Так? Вот. Ну и, значит, ну, ясное дело, слово и история – это, значит, как раз представление о разных исторических эпох. Так? А что касается мифологичности, то, ну, в современном контексте, если обратиться к этому понятию, то, значит, содержание как бы этого понятия в современных условиях определяется принципом, ну, антропным принципом. Так? А содержание антропного принципа сводится к тому, что существует внутренняя соотнесенность человека и картины мира, то есть через личность, выход к картине мира. Так? Вот такие вот вещи. Так? Ну и вот Лазарь Андреевич, проводя такой детальный анализ поэтического творчества Кулаковского, ну не все здесь поэмы входят, стихотворения, так, из 29, значит, вот он подверг анализу, поскольку они отвечают требованиям мифологичности и, значит, народности, так, 22 произведения. Ну и плюс к этому Олонхон еще исследовал. Да? Ну и показал, ну, само собой разумеется, что существует двухчастная структура мира, трехчастная структура мира, четырехчастная, пятичастная, семичастная и девятичастная структуры мира. Это были очень интересные результаты. Ну и я просто хотел бы обратить внимание на то, что еще, значит, Платон Алексеевич Юнский обратил внимание, рассматривая вопрос духовности героического эпоса, на так называемые, значит, духовные дороги. Так? Духовные дороги, собственно, они определяют духовность эпоса. Так? Ну и второй очень важный момент – это момент, связанный
с тем, что меняется картина мира. Так? Картина мира становится, ну, например, двухчастная картина мира трансформируется, переходит в трехчастную картину мира. Здесь происходит качественное изменение в том смысле, что тогда, когда картина мира становится вертикальной, так, когда картина мира становится вертикальной, а это происходит в результате противоречия между небом и землей, да, вот посередке как бы появляется человеческий мир. Да, и вот здесь очень интересный момент, как раз из мифа выкристаллизовывается, значит, понятие, которое, в общем-то, перерастает в философские категории. Так вот, Тересу удалось показать, что действительно имеет место ментальная схема проявленности, так, то есть это некая, значит, вот скрытая конструкция мыслительной деятельности. Да, и в состав этой конструкции входят такие категории, как аи, категория сир. Сир – это, в общем-то, связано с нравственностью, да? Категория кигитии, очеловечивание, так? Ну и категория, ну это не изначальная категория, категория уэрах, да? А на этикет основывается, так? Вот эти категории, они, в общем-то, действительно выражали народную философию, так? Но что здесь интересного, так? Вот смотрите, что же получается? Получается так, что в глубинных уровнях вот, человеческой психики, да, существует некие, ну, нечто, которое может быть, которое находится в таком просоночном состоянии. Так? И если вытащить, да, то получается вот народная философия, философия народа Саха. Очень интересно, то есть не надо, в общем-то, особо изучать, оказывается, просто надо пробудить. Это очень интересный момент, так? Это очень интересный момент. Вот категория, скажем, аи, да? Вот согласно представлениям народа Саха, да, ну, существует, значит, вот, значит, мир богов аи, да, который включает 9 небес. В этих небесах, значит, живут аи, да? Ну, на самом деле это воплощение белого божества Рюгаитойон, да, в разных небесах, да, и вот они, вот эти небеса, соединены между собой, значит, дорогой аи, да, дорогой аи. Вот категория аи тем самым выражает как бы основной закон жизни людей в серединном мире, так, основной закон жизни, то есть это есть основа духовности, это фундамент духовности, так. И вот с этой категорией, ну, атрибутивно связывается другая категория, значит, вот сер, да, сер, то есть это вот, ну, можно сказать, нравственное отношение человека в действительности, да, но на самом деле у народа Саха это определяется очень своеобразным образом. Это не какая-то отдельная категория, а это категория, содержание которой сводится к тому, что, значит, вот категория аи – это закон, да? Закон, который обладает структурой. Так? А раз обладает структурой, то должна быть некая последовательность применения этого закона. Так вот, если нарушается вот этот порядок, это и есть нарушение сир. То есть это правильное применение, правильное использование, правильное действие закона аи. Да? То есть, оказывается, вот это две категории, сир и аи, внутренне связаны. Так? Вот. То есть это не автономные вещи, так? А это внутренне связаны. Более того, вот категория сир выступает как своеобразный показатель, индикатор духовного состояния народа, духовного состояния человека. Вот другая категория – кигитии, очеловечивание. Так вот, значит, аи – творец всего сущего в этом мире, так, и этого мира, так, но высшим творением аи является человек, так. Но категория кигитии означает, что человек этого серединного мира никогда не может в течение всей своей жизни не сказать о себе, что он человек.
он только лишь очеловечивается. Он только лишь очеловечивается. И вот эта степень очеловечивания очень сильно зависит от того, насколько вот этот сер, да, сер соответствует своему назначению. То есть если законы АИ нарушаются, да, то эффективность действия этих законов резко снижается. Да? То есть человек, поэтому вот это кегетии тоже выступает как своеобразный индикатор уровня духовного развития человека, так, уровня духовного развития человека. Вот. Ну, я бы хотел еще вот категория юрях, да, категория юрях, ну, тоже, в общем-то, по большому счету, эта категория атрибутивно связывается с категорией, значит, АИ, но это своеобразная категория для понимания, так. Почему? Потому что на самом деле у юрях имеется как бы ближняя задача и дальняя, то есть тактические и стратегические задачи, так. Вот в стратегическом плане юрях всегда очень атрибутивно связано с категорией АИ, потому что все, значит, все задачи юрях направлены на то, чтобы утверждать человеческое в человеке, чтобы люди имели завтрашний день, чтобы человечество имело будущее. Вот для этого направлено. Так? А если все-таки это нарушается, да, тогда получается, что они, да, то есть законы АИ перестают, в общем-то, работать. Да? Поэтому вот я просто хочу обратить внимание слушателей на то, что величайшее произведение Алексея Алексеевича Кулаковского «Сновидение шамана», да, это очень серьезный, основательный анализ, скажем, жизни, скажем, человечества разных народов с позиции, скажем, философии народа Саха. И в этом отношении очень сильно осуждает такие вот развитые, продвинутые народы. Почему? Потому что они юрях используют не для блага человечества, а для уничтожения, для войн, для убиения. Так? И вот с этих позиций он очень, значит, вот бесстрастным образом проводит анализ, да, будущего народа Саха. Вот, то есть он, в общем-то, его как бы напутствие своему народу, да, овладеть в юрях, значит, других народов, да, в таком в тактическом плане. Так? Сверхзадача в юрях определяется именно как, чтобы народ, да, постиг, занял достойное место среди других народов, да? Не так, что выйти, да, впереди всех, а занять достойное место, равное место среди других народов. Да? К этому сводится задача юрях. Да? А если юрях используется для разрушения, для уничтожения человеческого, это, конечно, страшное дело. Да? И вот в этом отношении философская, народная философия Саха, да, она очень и очень своеобразна. Да? Она очень своеобразна и принципиально отличается от многих философских систем и теоретических построений. Так? Вот закон, да, законы бытия. Законы бытия должны использоваться правильным образом. Я хочу привести простой пример. Да? Люди искренне могут использовать законы не совсем правильно. Ну, например, тогда, когда Исаак Ньютон сотворил свою классическую механику, скажем, в 17 столетии, да, люди были настолько поражены тем, что, оказывается, можно четко определить местоположение космических объектов на основе, вот, скажем, учения Исаака Ньютона. Так? И, естественно, стали применять для осмысления, для понимания социальных явлений. Так? Ну, конечно, мы с высоты современности понимаем, что это было абсолютно неправильно. Ну, в этом, в общем-то, нет вины людей, просто люди не знали рамки применимости этих законов, да? То есть достоверность этих законов. Это, в общем-то, с точки зрения представления народа Саха, это нарушение сира.
нарушение сфер. Но это такой очень мягкая, так сказать, форма. Да? Более серьезная форма, ну, например, любой современный человек скажет, образование – это всегда позитив. Да? Ну, и у народа Саха всегда мечта, чтобы дети учились. Это очень здорово. Да? Но то, что сегодня делается на самом деле, да, это с точки зрения философии народа Саха, это нарушение сфер, это нарушение законов АИ. Почему? Потому что, согласно закону АИ, Үйрях на самом деле это 7-й этап развития. Так? То есть до этого еще существует, ну как у народа Саха принято, еще 6 небес духовных, да? 6 духовных небес. А мы маленького ребенка 7-летнего возраста сразу отдаем на 7-й уровень, а потом удивляемся, почему ребенок плохо учится. И ребенок не может хорошо учиться, потому что нарушен закон АИ, так? Нарушен закон АИ. Так что очень своеобразные моменты есть, да, в контексте, скажем, того, что делается, да, и если проанализировать это с точки зрения философии народа Саха. Ну и я бы сказал, хотел обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство, очень интересное. Это состоит в том, что ну, существует огромное множество, значит, теоретических построений, значит, знаниевых построений. Так, знания организуются в единую целостную систему. Обычно принято называть это теориями, так, теоретическими построениями. Это вот с одной стороны. А с другой стороны существует подобного рода построения по отношению к позитивно значимым ценностям бытия человека. Ну, этические учения. Да? То есть существует как бы, значит, 2 группы, значит, учений существует. Значит, вот Иммануил Кант это классифицировал как, с одной стороны, просто теоретический разум, а с другой стороны, как практически нравственный разум. Так? Ну, они в какой-то мере автономны. Так? Ну, связующим звеном, естественно, выступает сам человек. Так? Ну, и вот в этом контексте мы всегда говорим ответственность человека перед там, другими людьми за свои деяния. Так? Ну, а в теоретическом плане, в общем-то, они достаточно автономные, так? Хотя, в общем-то, связаны друг с другом человеком. Так? Так вот, как быть? Значит, вот в этом отношении философия народа Саха радикально отличается. Отличается тем, что вот этот теоретический разум и практический, скажем, нравственный разум, они образуют единое целое. Они не разделены друг от друга. Они внутренне связаны. Так? Они внутренне, это, в этом очень сильная сторона представлений, скажем, народа Саха. Да? Ну, я просто хочу сказать, что хотя как должно быть, вот позиция Канта состоит в том, что практический разум должен выполнять, значит, регулятивную функцию, методологическую функцию по отношению к теоретическому разуму. Ну, в реальной ситуации, как правило, это не совсем соблюдается. Во-первых, потому что человек всегда в качестве высшей ценности считает свою свободу, и он всегда выбирает. И, как правило, выбирает в сторону, значит, вот, теоретического разума. Да? Ну, уж нравственность как-нибудь подождет. Да? А вот в контексте философии народа Саха такого выбора нет. Такого выбора нет. Это единое целое. Поэтому получается несколько парадоксальная ситуация. Чтобы человек был духовным, он не должен учить там какие-то философские системы, этические системы. Он просто должен пробудиться. Так? А единственное средство пробуждения – это родной язык. Вот. Вот мы всегда говорим, невоспитанный человек, так? Он такой, потому что не воспитали. А главное средство воспитания – это родной язык. И вот когда родным языком мы пробуждаем такие вот глубинные первосмыслы, вот эти вот, то, что называется, значит, конструкцией, значит, мыслительной деятельности, вот это то, что и надо делать. Тогда и снимутся огромное множество насущных проблем современности человечества. Спасибо.